Знаменательное событие в этом году в культурной жизни, идеологической работе нашей страны – это юбилеи определенных изданий. Сегодня мы говорим о журнале «Мысль», который вот уже под этим названием издается 28 лет в условиях независимости. Это бывший журнал «Партийная жизнь Казахстана», «Коммунист Казахстана», «Большевик Казахстана». А в далеком 2020 году, в мае, в Оренбурге, в столице края, выходил журнал «Известия» Кирбюро, Кировкома партии, ну, в зависимости от переименования партийной организации края, вот, ну, под этим названием «Известия». Этот журнал вышел буквально вслед за партийными краевыми газетами. Это на казахском языке «Ушкын», сегодня «Егемен Казахстан», и «Известия Киргизского края», ныне газета «Казахстанская правда». Это конец декабря 2019 года и с 1 января 2020 года «Известия Киргизского края». Вот журнал буквально вслед за этими изданиями появился. Журнал, который должен был теоретизировать, привести в порядок те идейные платформы, которые зарождались в первые годы советской власти. В Оренбурге этот журнал внес большой вклад в развитие в целом отечественной журналистики, поскольку у истоков журнала стояли выдающиеся люди, духовные лидеры нации, в частности Сакен Сейфуллин, Сабит Муканов, Ураж Жандосов, целая когорта людей, которые вот, внесли свой вклад в развитие журнала. За эти годы, конечно же, журнал издавался в Оренбурге, в последующем в другой столице, в Кызылорде, 29 года, а вот в Алмате. И в настоящее время также в Алмате этот журнал с 92 года издается. Выдающиеся журналисты, публицисты оставили след на страницах журнала. Вот. Но это такие люди, как Сакен Сейфуллин, Ураж Жандосов, Сейткали Мендешев, Нурмаков, вот, Садвакасовый, два Садвакасов. Очень много людей, Турар Рыскулов. И поэтому исток этого журнала, вот, он единственный такой журнал республиканского масштаба. Это в целом сокровищница всей партийной периодики того времени на территории Советского Союза. Конечно же, выходили подобные издания и в соседних республиках, в частности в Ташкенте. Вот, но в Казахстане он один такой на русском языке. Параллельно собрат журнала «Хикат» сегодня, а вот «Казахстан Коммунист» в свое время, но он чуть позже стал выходить. Сегодня нужно отметить, что вот в сонме периодических изданий особое место занимает этот журнал, поскольку вот теоретическая база независимости и суверенитета раскрывается в полной мере на страницах журнала. И единственное издание, пожалуй, которое имеет очень большой редакционный совет, вот, и там выдающиеся люди нации в составе редакционного совета: Мурат Авызов, Олжас Сулейменов, Сейдахмет Куртакадам, Куаныш Султанов, Сергей Харченко, то есть те и другие журналисты, которые являются знаковыми фигурами, публицисты одновременно, знаковыми фигурами в истории отечественной журналистики. Сегодня журнал выходит в составе холдинга «Казак Газетер», как бы там несколько изданий, но два журнала «Хикат» и журнал «Мысль». Поэтому есть резон поздравить вот, старейшину отечественной журнальной периодики со славным юбилеем, 100 лет. Это все-таки вековая дата, и очень хорошо, что этот юбилей празднуется буквально вслед за республиканскими изданиями «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда». Должен отметить, что некоторые издания на территории республики, в частности областная пресса в ряде областей Казахстана, они начали выходить в связи
с установлением советской власти буквально с 18 года. То есть, конечно, старше чуть-чуть возрастом, но это где-то одно время, по сути дела, начало 20-х годов. И сегодня журнал выходит, и у журнала имеется своя аудитория, подписчики, и очень хорошо, что можно такой аналог, сравнение привести в ряде территорий, постсоветской территории, в ряде республик, бывших советских республиках. Были подобные журналы, конечно, но они, и насколько мне известно, некоторые просто в условиях рынка перестали существовать. И для Казахстана, нашей страны, это большая честь, поэтому огромная аудитория читателей этого журнала вполне заслуживает того, чтобы их поздравить, пожелать им всего доброго, а самой редакции и холдингу «Казахгазтер» пожелать, чтобы перо не иссякало ни у кого из журналистов, и дальше журнал имел возможность иметь достойное место в журнальной и периодической периодике нашей страны. Сегодня праздник действительно для всех журналистов, не только для журналистов журнала «Мысль», потому что такие знаменательные даты, они остаются в памяти каждого человека, который связан с печатью, который связан со словом. Не так давно, несколько лет тому назад, я побывал в Оренбурге, и мне понравилось, очень понравилось, что сохранилась память о том, что Оренбург был столицей в свое время Казахстана, и висит мемориальная доска. Мемориальная доска, что в этом здании располагалось правительство, ее надо, может быть, снять, тоже поместить. И нам рассказали, что именно показали здание, где выходили первые наши казахстанские издания. В том числе, 100 лет тому назад появился замечательный журнал, который сегодня любим в стране, который все знают в стране. Это сегодняшний журнал «Мысль». Поэтому от души хочется поздравить и коллектив журнала, и всех читателей с этой знаменательной датой. Дорогие друзья, в этот знаменательный день благодарю вас за теплые слова и добрые пожелания. Примите и вы наши искренние поздравления, поскольку этот юбилей – наш общий праздник. Без вас, ветеранов редакции, без вас, активных внештатных авторов, без вас, наших вдумчивых и доброжелательных читателей, не была бы эта круглая дата столь приятной и радостной. Продолжая добрые традиции коллег-предшественников, мы впредь будем трудиться на становление и укрепление нашей государственности. Ибо публичное слово должно быть непременно созидательным и служить добру. Еще раз с юбилеем самого возрастного и самого серьезного журнала страны. Желаю всем крепкого здоровья и творческих открытий.